Мы в Симферополе, а за нами находится дилерский центр Kia, который был спроектирован командой Мимар по международному брендбуку и адаптирован под местные нормы. Мы занимаемся комплексным проектированием зданий и сооружений любой сложности. Заказать проекты можно по адресам Некрасова, 17 и Маршала Жукова, 2. Салям алейкум, Мимар Дизайн, партнер выпуска. Сегодня у нас в гостях мой старый друг и коллега Ришат Алиев. Все его знают как фотографа, но Ришат осваивает новую для себя профессию – это брокер недвижимости. Сегодня он базируется в Дубае и помогает людям сделать правильный выбор в покупке недвижимости. Также мы обсудили, сколько стоит снять квартиру, арендовать автомобиль, купить продукты и просто жить и находиться в Дубае. Вот такие бытовые вопросы. Вообще, в целом, мы приятно поговорили, приятно пообщались. Я думаю, что вам будет интересно. Ну вот смотри. Да. Я прожил 5 месяцев в Турции. Так. И все пьют чай. Что в Стамбуле, что вот в Фетии я прожил, все пьют чай. Да. У крымских татар все-таки тюркское происхождение, правильно? Это большая тема. Как ты хорошо, что ты ее затронул, потому что... Мне интересно, почему крымские татары именно кофе. Ну, с детства я всегда помню, Хартана приглашала соседей. Они сами, не скорее всего, а так и было. Да. Соседи сами приходили. Да. И сразу хаве. И вот этот дегермен, Да. вот знаешь, прям... А ты крутил сам? Я крутил в детстве, давали, крутил. Ужасно не любил это дело. Ну да. Вот. Но не понимаю, почему именно кофе. Я сам, честно тебе скажу, кофе не мой любимый напиток. Да. Я в последнее время пью, это называется, кто его называет, бамбл кофе, кто называет хорнет, по-разному называют. Это, получается, эспрессо, Да. одна порция, небольшая бутылочка апельсинового сока и лед. И все это смешивается, очень вкусно. Апельсиновый сок дает горечь, кофе дает свой вкус, и все это со льдом, холодный кофе. Мне Это в Дубае так? Привет. Я вообще здесь полюбил, но делаю там. У нас есть кофемашина. Вот смотри, насчет кофейной традиции. Вообще турки сейчас претендуют на то, что кофе это у них все, оттуда все пошло. Все они научили пить кофе. И так называемый турецкий кофе, да, кофе по-турецки, опять же. А мы примерно год, лично я год, а Лейла еще больше, мы занимались кофейней в Бахчисарае. То есть я варил кофе, и мы как бы погружались в эту тему, в кофейную историю. Ну, понятно, что у нас основа кофейная, да, у всех крымских татар. А мой аргумент, самый главный и самый весомый аргумент, что в селах в Турции пьют чай. Вот я смотрел travel-блогеров, они ездили по всяким там, таким деревням, там, наверное, в жизни не видели иностранцев. Заходят на кухню, там 2 чайника. Но ни в одном я не видел дегермен. У нас едет под джанкой, за джанкой. Тебе нальют, может быть, паршивый кофе, но это будет кофе. Кофе это будет не чай. Согласен. Поэтому я считаю, что это очень важный аргумент, который говорит в пользу того, что кофейная традиция наша в первую очередь. А пошла она, скорее всего, от арабов, от культурной экспансии арабской. То есть арабы торговали кофем, шелковые пути проходили через Карасу-базар в том числе. Кофе возят, кофе продают, кофе пьют. Ну, получается, арабы не производители кофе, просто перекупщики. Торгаши, они же торгаши. Они производители. Они сейчас не торговлей занимаются? Ну, как производители? Самый лучший кофе йеменский. Да? Да. Это тебе уже говорит специалист? Я арабист? Нет, я просто знаю. Не, ну серьезно, да. Ну как лучший кофе? Я, допустим, считаю, что он не самый лучший кофе, но есть же понятие, как бы вот эти гильдии кофейные, и у них у всех там все очень строго распределено. То есть йеменский кофе считается, да, это серьезная штука. Но ты прав, что арабы распознали эту, как сказать, выгоду. Выгода в том, что зерно, если оно не обжарено, оно может храниться, да, очень долго. В мешке 3 года. Если не в воде он лежит, это очень удобный продукт, поэтому им торговать. Но как только его обжарили, уже есть срок годности. Нужно обращать на это внимание. Ну, в Крым как раньше попадал кофе? Карасу-базар. Отсюда это проходили пути. Феодосия, Кефея. Смотри, если есть торговый путь,
значит, вдоль торгового пути весь товар, который идет, он продается. То есть вот представь, Ну, кто завозил? арабы, Арабы, конечно, караванами конечно. отсюда. Здесь были... По одной из версий, 9-10 век, через порта Феодосии, да, Кефе, арабы привозили кофе, и отсюда уже грузили на повозки, на всякие истории, и пешком везли дальше. То есть шелковый путь, это там, по-моему, 5 таких крупных ветвей было, и так называемая малая ветка шелкового пути проходила Через Крым. Серьезно? Через Крым. Серьезно? Вот никогда не задумывался, почему кефи? Но это Кахва – это с арабского кофе. не проверено. И вот одна из версий, что название Феодосии имеет вот основу кофе. Я, честно, никогда не думал об этом, но даже если это не так, я буду Звучит красиво, да? Звучит красиво, и Ты знаешь, вот Красивая на самом легенда. деле, да, на самом деле очень много информации. ты ну, в смысле, положил туда уже 5 ложек, 4 да. ложки кофе. 4 ложки, да. Это получается эспрессо в чистом У тебя виде, будет да? козаидын сейчас. Ты впервые попробуешь крымско-татарский кофе настоящий. Нет, ну почему? Ну, это Ну, шутка, что-то. на такой джезве я кладу хоть... Я очень редко готовлю, Да. но 2 ложки я кладу. Да. Ну, здесь приготовлен по правилам просто. Что я делаю? Да, тоже вскипела вода, я 2 ложки закидываю, Мгм. потом опять зажигаю, Мгм. и оно вскипает, правильно? Ну, то, что сейчас я сделал, это не так делается, потому что я не контролирую полностью процесс. То есть, если бы сейчас я кинул кофе, он бы у меня сразу поднялся. Мгм. Вообще, я подогреваю воду сам. Это моя личная инициатива, потому что я считаю, что вода должна быть немножко теплая, тогда он не горький становится. То есть он такой мягенький получается, аккуратненький. Ну вот конкретно это кофе, это откуда? Это Лебо. Слышал такой бренд? Либо я слышал, но коробка из-под чая, правильно? Да, у нас просто, понимаешь, мы ведем переговоры с кофейными магнатами, и пока мы в процессе. То есть, чтобы... Сделаем вот так. Не, на самом деле, ты знаешь, интересный момент. Вот насчет приготовления кофе. Вот ты же в Дубае, да, Да. был? Ты кофе пил, вот арабский кофе? Ну, обычный... Пуштунский или как там они вот эти? Нет, такие не пил. В Старбаксе пил, то есть это обычный кофе. Там у них есть своя кофейня, вот недавно открыл для себя. Но это не такой кофе, чтобы готовили там на песке или на... Хотя в Дубае много песка, и почему бы не готовить? да? Смотри, вот теперь есть момент. Так, вот 2 ложки, да, самое главное. Сосуд приготовления, да, у арабов называется ибрик, вот где они готовят. Ибрик, да? Ибрик. Ибрик. Теперь смотри, философия приготовления кофе. Разница в том, как мы пьем напитки, как вот отличается народ. Арабы варят кофе, они его вываривают часа 2, и получается очень мощный, очень крепкий напиток. Ну, Для чего? Арабы в основном же ночной образ жизни ведут, и для них кофе это больше, ну, как стимулятор работает, потому что он очень крепкий, очень насыщенный. И вот обрати внимание на пенку. мгм. Вот должна быть вот такая вот пенка кофе. Вот. А у нас, у крымских татар, кофе варится, вот свежайший помол, сварили и сразу подали. То есть и он должен вариться очень мало, то есть короткий срок. Максимум 4-5 минут. Если варишь больше, если кофе убежал, то он считается уже испорченным. А вот хаймах, к примеру. Каймах это Можно вообще, ложить? конечно. Я просто помнил в детстве, знаешь, вот на молоке, Да. вот это сверху гуща Только набиралось. А и это вот- очень вкусно, да, это было? самая Но вкусная вещь. я это просто не мог понять никогда. Для меня это было... А у тебя корни откуда, я извиняюсь? У меня хартана курбекульская, А, Харваба, Симферопольский, Ахмеджи, да? Он ну прям вот. в центре жил, на футболистов. О, мы записывали одного дедушку, он на футболистах тоже жил. Может быть, это твой дедушка? Ну, не может быть. Подожди, Это как не давно может было? быть? Он же Курбикурский тоже. Ялтинский, Курбикурский. Не, Мы щас курбекульская тебе- бабушка. Нет, Мы сейчас тебе родственников найдем. он, смотри, он родился в Курбикуле, а потом его мама развелась, и он попал, он сам не ахмечетский. Не, мой Да, Харваба да. родился в Ахмеджете. То есть Просто он эта на часть футболистах жил. ногайская, да, получается у тебя? Нет, нет.
Нет? у меня нет. Ну, А, Васька, они- Нет. Но, Я но папа Ахмеджит, Ново-Йорка. Ахмеджит это Чисто же... Елабойский. Да? А по маме Хартана Протаницкая, а вот Хараба, за Хараба я честно не скажу. Керченский новый, наверное. Не знаю. А хотя там есть керченские. Ну вот у тебя корни. есть черты, вот ты пытаешься как бы скрыть Скрыть. это, но у тебя есть. Попробуй, Правда, Хаве. Вы- попробуй. Но ты можешь с сахаром попробовать. Не, ну с чем хочет. Да, Хаве. Хаве, да. Но вот ты знаешь, я тебе хочу сказать, что вот эти вот, когда ты добавляешь сливки, там что-то еще улучшаешь, конечно же, это уже напиток получается совсем Самое другой. интересное в Хаве это вот макнуть Да, сахар и смотреть, как он коричневеет. он так погружается, да? А что сейчас по традициям? Кофе как? Дома? Вообще расскажи про свою семью. Я вот, ты знаешь, для меня очень важно, с какой семьи человек вообще вышел. То есть, ну, чтобы вообще что-то, какое-то представление иметь. Но я там посмотрел, ты вскользь сказал, что ты самый младший, получается. Самый младший, То есть да. вас трое. Нас трое, старший брат Энвер, он старше меня на 5 лет. Вторая сестра, когда я говорю, что у меня есть родная сестра, Да. все, ну, как бы говорят, у тебя есть сестра. Ну, я, по-моему, слышал, что у тебя. Ну, Да, я сестра знал, есть, что она фармацевт, она на 3 года старше меня, и я вот 87-го года. То есть у вас получается Самый такое младший. относительно Да, небольшой да. у вас, да? Да, небольшой, Мгм. Разница небольшая. небольшая разница. Из обычной семьи абсолютно. Ну как, в Узбекистане, когда депортировали Хараба, Хараба начал работать, его отправляли работать на автостанцию. Такую, ну, не автостанцию, это тракторная станция. Он, в общем, ремонтировал трактора и так далее. Механик, получается. Механизатором был, да. Механизатор. И, в общем, ему это нравилось, и он начал обрабатывать хлопковые поля. Мгм. И Хараба у меня такой прям трудоголик. И все дошло до того, что на Хараба равнялся весь Узбекистан, и ему дали героя соцтруда за то, что он ставил рекорды по сбору хлопка в своем регионе. Мгм. И раньше было так, что кто больше работает, стает депутатом Верховного Совета. То есть не как сейчас, То есть у кого больше работяги, денег, да. Раньше было работяги встают. Мгм. И он стал депутатом Верховного Совета Узбекской ССР. У него есть золотой орден, 2 ордена Ленина. А какой город? Ты где? Это Ташкентская область, пятилетка. Мгм. Ну, то есть я родился там. Вот. Назови, И пожалуйста, его имя. Энвер Алиев, да, вот я своего сына назвал в честь его, и честь так его. совпало, Так да. у тебя и брат Энвер. Энвер, да, тоже брат. Да, и у моей жены Раметле Баба тоже Энвер. И вот в честь, Короче, у вас да, это Харвабашек и да, про из Харвабашек, вариантов было. да, вот назвали сына Энвера. В общем, Харваба стал депутатом Верховного Совета, но при этом он всегда любил работать, и ему настолько надоело все это в Узбекистане, все эти депутатские дела, когда вернулись сюда, ему предлагали здесь продолжить политическую деятельность, он никаким образом не захотел это продолжать, и у нас был большой огород, и за огородом река, и за рекой, ну речка, это не река, речка, Мгм. за рекой еще 1 гектар. Мгм. И вот он опять продолжил заниматься с моим отцом. То есть сажали, получается, на земле. Да, выращивали картошку, капусту. Мы с братом всегда помогали все детство. И еще у нас, кроме этого, есть паи, то есть отец занимается зерновыми. Зерновыми, да. Мгм. Вот. В До сих пор принципе, занимается, да? До сих пор занимается, но вот уже картофель и капусту уже не выращивают. Уже, получается, я из семьи уехал, у брата старшего есть своя работа, поэтому помогать некому. И он в целом уже, как бы, ему это тоже не нужно. Ну То да. есть А до детей этого он ты поднял. работал, да? До этого ты работал на полях, там, то есть. Да, ты на трудно полях. ты знаешь, да? Я когда начинал уже фотографировать, и я уже вышел на нормальные цены, да, в Я, плане кстати, заработка. помню один прикол. Я да. летом с отцом ездил на привоз и продавал капусту, и я всегда, вот я честно тебе говорю,
без прикрас. И я всегда очень стеснялся увидеть какую-нибудь свою пару на привозе. То есть я там беру большие деньги, грубо говоря, да, на тот момент. Ну, ты мог просто как хозяин стоять, то есть говорить. Типа. Нет, ну это Ну, все понятно, было понятно. из автомобиля, я там в шортах и так далее, и продавали капусту, картошку. Для меня это было тогда немножко стыдно. Но если я бы вернулся сейчас в то Да. место, для меня это было бы гордость. Я зарабатывал честным Да, трудом. да. И, ну вот просто сказать тем, кто если чего-то стесняется, то есть Да. чистого физического труда никогда не нужно стесняться. Просто... Еще, знаешь, 100%. интересный момент был. Я как-то был на твоем мастер-классе, ну, Мгм. помнишь, давно? Да, помню. И ты такую штуку сказал, я тоже запомнил. Ты говоришь, я копаю картошку, ну, с отцом, Да. и тебе звонят насчет Дубая там. Да, я полететь. полетел тогда. Да, то есть это получается такой диссонанс. Но представь, то есть на том проводе человек тебе звонит, там, Ришат Алиев, там, что-то куда-то, там, художник, там. Ты, наверное, там, ну, то есть какой-то образ, правильно? Да, я помню, что моя вот история с Дубаем началась в 2000, как раз я про то, что я рассказывал. 14, в да, 2013 13. я вылетел, как раз тогда, если помнишь, в Киеве разогнали студентов, с чего начиналась Да, в вся эта декабре это история. было. Да. Мгм. Вот тогда я как раз и вылетел туда на первый свой заказ. И вот то, что я тебе рассказывал, что я копал картошку, и мне пришел такой заказ. Ну, это интересно. Не, ну да, то есть, понимаешь как, ну, мне почему-то это отметилось, потому что ты как бы, ну, простой же парень, да, по сути. Ну, вообще, крымские татары, Это наверное, и кто многие меня такие. знает. Это Ну кто да, меня да, знает, да, все да. говорят, что я простой. А кто меня не знает, они думают совершенно наоборот, что я какой-то там звездный и так далее. И мне это всегда мешало в моей карьере. Я, может быть, сделал что-то неправильное в определенные моменты, что я начал себя как-то преподносить. Но у меня несколько проектов было, которые позволили поднять мою репутацию очень сильно. Это проект с Мэрией. Я был официальный фотограф. По-любому, это Потом было я был круто. официальный фотограф Mercedes Summer Drive, когда Да, здесь был. Да, я помню. Ну, в общем, такие проекты. В Дубай я тоже полетел. И все вот это возвысило как-то меня. И всегда мешало мне работать, потому что все думали, что я стою очень дорого, и просто боялись мне звонить. Хотя, на самом деле, я всегда снимал и снимаю, ну, там немного дороже, чем все остальные ребята. Фотографы мои Ну, коллеги. подожди. Ну, по-моему, ты один из первых, кто, скажем так, вот эту вот планку, ну, поднял в 2 раза хотя бы. Среди среднего. Я не знаю, это из-за меня было, или это просто время так Да, совпало. это совпало, скорее всего. Всегда я считаю, что в новую нишу, когда кто-то первый входит, ему всегда больше всего везет. Там, Ну да. взять любую нишу, там, к примеру, продуктовых магазинов, да, кто первый зашел, вот сейчас, там, если на примере Крыма посмотреть, то можно понять, что Пут, к примеру, когда заходил на этот рынок, ну, это были какие-то магазинчики с таким внутри, да, себе. Ну, было ТБ. Звучит как реклама. Было ТБ. АТБ, да. Да. Но внутри ремонтик был такой. Сейчас да. ты зайдешь в Пут, там очень красиво, симпатично. Это Да. не реклама, я просто... Не, это, ну, слушай, ну, мы же все понимают, о чем речь идет. Но смотри, и с этим связано вот это твое желание везде писать и представляться как решка, правильно? Ты же хочешь упростить всю эту историю, я правильно понимаю? Не знаю, я так заигрался, что уже упрощать особо и не хочется. Я вот сейчас даже пришел к тебе в костюме, Да, ты у меня да, спросила, да, ты да. в костюме что ли будешь? Просто вот уже 4-й месяц, как я в Дубае нахожусь, Да. и там все брокеры, ну риэлторы, все менеджеры, управляющие менеджеры, неважно какой градус на улице, 50 градусов, 45, все ходят в костюмах, в рубашках, и они поставили какой-то тренд, что ли, в этом, или ну, какие-то нормы, правила. Мгм. Ты должен выглядеть вот так. Если ты не будешь выглядеть так, то клиент тебя не будет воспринимать там, серьезно и так далее. Потому что сделки на большие суммы, и Да. ты должен выглядеть, как там говорят, у тебя должны быть квадратные плечи. То есть костюм тебе дает квадратные плечи, и это, оказывается, Какой-то на уверенный, психологическом уровне вселяет твоему клиенту больше уверенности. И ну вот я думал, смотрю очень много подкастов разных. Да. Кто-то придет в рваной там футболке, Да, да, там да. Balenciaga какая-то или еще что-то. Я думаю, у меня есть рваная. Я думаю, может, к Делику так прийти. Ну, как-то
может, восприниматься будет лучше, да? Да. Потом думаю, ну я уже настолько Кто я привык... сегодня, да? Да, я уже настолько привык к костюмах, думаю, ну, надену костюм. Но тебе костюм идет, на самом деле. Ну, То это есть, потому что рисоваж. Ты понял. то есть, это Это не реклама. наши партнеры в начале выпуска были. Но смотри, ты знаешь, вот, кстати, насчет майки, я когда Да. начинал подкаст, ты, ну, по-любому не знаешь этого, я был в футболках такой, Да. знаешь, как... А потом, когда я монтирую, я такой смотрю, думаю, ну, это прям чересчур. То есть я сам не нравится, что происходит. Хотя я хотел, чтобы атмосфера была максимально дружественная, дружественная. простая, все. Но когда ко мне пришла, ну, там, по Хэтгулю у нас был такой Да, да. запуск, она пришла вот с этими бриллиантами, она такая красивая, и я сижу в этой майке, я себя почувствовал, ну, неуютно, честно. Мгм. То есть, как будто бы человек пришел с таким уважением, ну, то есть, подготовился, а я вот как вот сидел там и так уже и пошел. Да. Поэтому, ну, потом какие-то жилеточки, ну, вот какая-то рубашка, то есть такое. Ну, в целом, мне нравится политика, знаешь, какая? Вот когда ты, к примеру, ну, возьмем за меня, мне сейчас нужно добиваться определенных успехов Да. в жизни, да? Да, И приходится там в жару надевать костюмы. да. Но мне нравится, когда люди вот трудом своим добиваются, и потом, когда добились определенного успеха, все их устраивает, они уже могут себе позволить выглядеть Как в кадре хотят. так, как они хотят. Да. Вот мне нравятся многие звезды, которые, ну как звезды, люди очень известные, добились успеха. Там взять Тим Кука, того же покойного Стива Джобса, Мгм. которые ходили всегда в каких-то простых вещах, не выделялись, не выпендривались, при этом они добились, они знали, чего они добились в жизни, им не нужно ничего доказывать своей Да, одеждой. да, им доказывать Да. не надо, да. Они доказали уже своим делом. И вот хочется дойти до такого уровня, чтобы позволить себе одеваться так, как ты хочешь, но пока не могу себе позволить. Подожди, а ты вот если дать тебе свободу, ты что, скинешь пиджак? Не будешь ходить так? Ну, я бы ходил в рваной футболке. Вот у меня такое ощущение сложилось, вот я просто много тебя вижу, Да. и вот ты говоришь, да, к примеру, создался такой образ, что Ришат там это что-то там такое Да. недосягаемое, но ты сам его создаешь. Ты заходишь к тебе Сам в Инстаграм, у тебя там такое Да. все, там ничего. Ну, слушай, если ты хотел бы создать простой образ, ты сказал бы, там у тебя вот шашлыки там на камышах возле речки, вот я тут, ну, ты понимаешь, о чем я Не, говорю? у меня иногда есть там в Инстаграме, там в сторис и шашлыки, и как я Ну, это катаюсь сторис. там. Да, А лента? сторис. Лента Сторис, вся то, будет. что исчезнет. Да, да. Но я всегда люблю белые футболки, там и черные там брюки, джинсы. Вот. Мне кажется, что даже если меня снимут там, к примеру, я иногда люблю там с женой сфоткаться, к примеру. Мгм. Даже если сфотографироваться в белой, чистой белой футболке, без принта, и там в черных каких-то брюках, светлых, может, брюках, это всегда среднестатистическая Мгм. симпатичная картинка. Да, аккуратно. Если да. взять какой-то принт или что-то рваное будет, там уже не то. Принт я имею в виду на одежде. Ну да, да. Поэтому часто меня можно увидеть в белой футболке, в однотонной какой-нибудь, и там светлые шорты, либо брюки какие-то. Ну, это если не рабочая Да, да, история какая-то. Да. Ну вот смотри, а Дубай-то у тебя случился недавно, а Решка ты же давно. То есть вот, ну, это, понимаешь, я тебе объясню, Да, в чем, к чему в чем это? нюанс. Я тебе объясню, в чем нюанс. Просто мне казалось, как бы, ну, вот Решат, как бы, это такое имя нормальное, классное, очень старое, комсомольское имя. А Решка это как будто, ну, вот там пацан там через улицу живет, Решка, там, привет. То есть как будто ты хотел быть очень простым, очень таким своим, но в тот же момент и каким-то там, ну, недосягаемым, там, с каким-то уровнем, с каким-то этим. Это почему я это говорю? Ну, для меня как бы это все время бросалось в глаза, и я думаю, ну, вот, с чем это связано все-таки? Или это вообще нет никакого подтекста? Да, особого подтекста нет. Я когда устраивался в Дубай в агентство недвижимости, мне сказали, мы тебя сразу берем, потому что, ну, там знакомая девочка, Да. которую, кстати, так случилось, что я когда фотографировал Марию в 2015 году, Да. там работала девушка, и я ее фотографировал, ну, она сотрудница была, а мне нужны были модели в кадре, неважно кто. И эта девушка еще послужила моделью, и мы так познакомились. Мгм. И когда я прилетел в Дубай, она увидела в Инстаграме, что я в Дубае. И она говорит, давай встретимся, я тебе покажу, я работаю в агентстве недвижимости, давай я тебе там покажу какие-нибудь районы там. Мгм. И, в общем, мы встретились,
и она привела меня в свое агентство недвижимости. Она говорит, я знаю, какой ты коммуникабельный, я знаю, какой ты видео, контент делаешь, то есть ты где-то серьезный, где-то коммуникабельный, где-то ты, то есть где-то ты решат, Универсальный. Да. где-то ты решат, а где-то ты режь, где нужно. Да, да, да. И то есть вот эта коммуникабельность как раз-таки и нужна в работе брокером, то есть когда ты можешь подстроиться под любого клиента, ну то есть Да, я дать понимаю. ему то, что он Да. хочет. И вот за счет этого меня, в принципе, и взяли в агентство. Хорошо, это как бы ты про Да. это немножко рассказывал, да, Да. и про эту девушку рассказал. Опять же, это получается цепь событий, да, то есть где-то ты хорошо себя показал, то есть ты как бы честно работал, Да. и эти труды в итоге дали всход вот этому пути. Ну, я правильно понимаю? Я зашел, как бы писал в Ютубе Ришат Алиев, как бы, да, Мгм. то есть такая популярная соцсеть уже получается. И там был такой короткий отзыв на курс, который ты прошел по брокерскому. Да. Что расскажи про это, что это за история? Ну, чтобы стать брокером, просто так тебя никто не возьмет. Да. За то, что ты там хороший парень или Ну, сертификат делаешь. должен быть, да, какой-то? Да, тебе нужно пройти школу брокера, грубо говоря, от агентства недвижимости. Мгм. То есть 1,5 месяца ты изучаешь теорию, ты учишь все районы Дубая, ты знакомишься со всеми застройщиками, строительными компаниями, учишь правила работы с этими застройщиками, как продать недвижимость, что такое первичная недвижимость, что такое вторичная недвижимость. В общем, все нюансы, которые нужны для работы, ты учишь вот этот месяц. И после того, как ты пройдешь эту школу, ты сдаешь экзамен, если сдаешь, тебя принимают на работу. То есть вот этот отзыв был о том, как, грубо говоря, я стал брокером. Ты, получается, смотри, ты вот приехал, да, Да. по знакомству, Да. и тебе твоя знакомая говорит, вот пройди эти курсы, Да. получишь бумагу и можешь работать. Ну, в целом, если просто говорить, то да. Ну, как будто бы слишком просто звучит. А как вот вообще по деньгам? По деньгам... Ну, вот находиться, смотри, да. чтобы ты понимал, для меня вообще непонятно какой-то порядок цен. Там приехать, там находиться. Я видел, там у тебя сторисы закрепленные есть, там, по-моему, у тебя видно на твоем YouTube-канале, кстати, Да. тоже посмотрим, там тоже решка. Да. Вот, и там цены на продукты, я так понимаю, ты все покупал, что-то варил, то есть ты жил как местный человек, Да, правильно? да. Расскажи вот про эту историю, сколько денег находиться там. Ну, вопрос цен — это самое интересное, Ну да. что может быть. Дубай на самом деле не дешевый город в плане проживания. Мгм. Самая дорогая статья затрат — это именно проживание, то есть аренда квартиры. Мгм. Аренда квартир, студия квадратов 35 Мгм. будет стоить примерно, сейчас такой ценник у тебя должен, рубильник. Так? Ну, можно найти какую-то такую студию там, за $1000. То есть Мгм. сейчас, То есть это какой-то минимум, да, буду говорить в долларах, да. Да, да, доллары Время говоришь, меняется, Да, курсы да. разные, да. Я снимал за $1370 в месяц студию. Эта студия находится в 30 минутах от Бурдж-Халифа. Это считается далеко, но плюс в В том... минутах езды. 30 минутах езды, да, Мгм. на машине. Но плюс в том, что это готовое комьюнити большое от Дамаг Hills, от строительной компании Дамаг, называется Дамаг Hills. То есть там есть школы, детские сады, магазины, там салоны красоты, огромные парки, гольф-поля, в общем, все это готово. Но изначально, когда я первый раз приехал в Дубай, именно по работе брокером, я приехал со своим троюродным братом, он из Москвы. Да. То есть он из Москвы приехал пробовать, я приехал из Крыма. Он тоже работает, Да, и он дал мне такой классный совет, давай жить каждую неделю в разных районах Дубая. Мгм. И этот совет действительно был крутой, потому что мы так и делали. Мы одну неделю прожили там в Интернет-Сити, второй в Бизнес-Бэе, третий там, к примеру, тот же Дамаг Хиллз. Ну, в Дамаг Хиллз я прожил 2 месяца, мне понравилось. И там МБР есть, такой район, Дубай-Марина, к примеру. Мгм. Да? И когда ты обживаешь этот район, ты полностью уже разбираешься во всех дорогах, во всей коммуникации, удобно ли там жить. Просто когда я буду предлагать своему клиенту
Ну да, ты же определенный ориентироваться район, должен, да. Вот, к примеру, все туристы... Ты бывал в Дубае или нет? Нет. Пока? Все туристы, когда приезжают в Дубай, они в первую очередь там к Бурдж-Халифе съездили, Ну, да? то есть, Ну да, да. Потом, распиарено. там, к примеру, Бурдж-Аль-Араб, вот этот парус, Да. Да. там Нет, на по Пальме, названию мы знаем, Да. можно говорить. Пальма, вот Да. этот насыпной остров. Мгм. И Дубай-Марина – это такой красивый район, который состоит из множества высокоэтажных домов, и между ними красивые каналы, там на яхтах можно покататься. В общем, красивый туристический район. Мгм. И многие по запросу «я хочу вот жить в Дубай-Марине». Мгм. К примеру, такой запрос. Человек даже не бывал никогда в Дубае, он слышал, что я вот увидел Ну, картинки. слушай, ну По визуализация. картинке, ну, да, визуализация очень красивая, красивое место и так далее. Но на самом деле этот район, где огромный трафик машин, дороги не рассчитаны под этот район, Мгм. потому что район давно спроектирован, один из первых районов Дубая, и дороги там действительно узкие, создается трафик, все вот на крутых автомобилях хотят проехаться по Дубай-Марине, арендуют на одни сутки, чтобы сфотографироваться там. И, в общем, эта Нормально. история, когда ты едешь к себе домой, к примеру, да, и стоишь там несколько часов, можешь простоять в пробке. пробке. Это неудобный район, а удобный он только тогда, если ты приехал без автомобиля, то есть на 7 дней, заселился в отель и гуляешь Пеший пешком. маршрут. Да, да, да. А там Вот. метро нет, я так правильно понимаю? Метро есть. Метро есть. К Дубай-Марине Прям есть. удобное метро, да? В Дубае очень удобное метро, и сейчас оно очень сильно расширяется. Оно полностью автоматизировано, там нет водителей в метро, Мгм. там работает просто робот, Мгм. компьютер. Мгм. И оно все, практически все надземное. То есть его видно, А. оно выглядит такие космические Да, да, станции. да, да, да. Мне Я- напоминает какой-то пчелиный улей, вот что-то такое. И вот мы выбрали такую политику, что жить в разных районах, изучать. И это действительно классно было. Многие районы я уже знаю. Ну, то есть в Дубае очень сложные развязки. Вот автомобильные развязки. Есть некоторые развязки, которые по длине могут сравниться с Крымским мостом. То есть, ну, С Крымским мостом ничего не сравнится. извините. Да. И вот теперь, когда там проживаешь в одном районе, ты эти развязки уже можешь проехать без навигатора. Хотя на самом деле, когда первый раз приезжаешь в Дубай, кажется, что по развязке невозможно проехать без навигатора. Они настолько запутанные. Это еще, мы же здесь, у нас же карты крымские, то есть Да. ничего же не понятно. Вот. И вернемся к ценам. Слишком далеко я ушел. И вот я прожил в разных районах, и в Дамах Хиллз я прожил большую часть. Значит, аренда у меня стоила $1370. Да, то есть по низу Квартиры. $1000, и там пошло Да, выше. и пошло выше. Ты можешь арендовать там ту же студию и за $2000, Да, там, если она понятно, красиво понятно. обставлена мебелью. Понятно, это понятно. Все зависит от района. В Дубае любой ценник на апартаменты зависит от района. Значит, аренда автомобиля, я выбрал средний класс. Это вот я здесь езжу на Volkswagen Jetta, Да. и там себе выбрал Volkswagen. Сначала я брал Jetta, потом Бору взял. Мгм. Ну, то есть Там средний... Бора есть? Да, ну это американец. Ну, уже Нет, новый, прямо 2023 года. Да. Все. Аренда автомобиля $650-750. Можно взять дешевле, но это будет там, может, что-то на механике. Ну, понятно. Да. При этом нужно отдать еще $300 залог за автомобиль, Ну, который возвратно. вернется тебе через 30 дней после того, как ты отдашь автомобиль. Вот эта схема, кстати, очень сложная. А как он То есть- вернется, если ты уехал с конца? Вот, да. Ну, в Соломоне. В нормальном мире подразумевается, что у тебя есть карта виза. Ну, все. Мы уже просто забывать начали. Да, вот. Напомним, да. Да, напомню вам. И давайте вот так. То есть на мир, получается, поднимем. на мир, получается, не вернется, да? Как насчет языка? Вот ты приехал, и у Да. тебя знания какие? Я и в школе, и в институте учил немецкий язык, Ага. и это Опа. очень плохо отразилось на... В этом плане, я думал, ты на немецком там разговариваешь. Нет, на немецком там практически никто не Не с кем, разговаривает, да. не с кем, да. Основной язык в Дубае это английский. Мгм. Арабы, конечно, говорят и на английском, и на арабском. Арабский я хочу начать тоже учить, но со временем. Сначала мне нужно подтянуть английский. Я взял курсы. Мгм.
они мне немножко помогают, но в целом, если ты знаешь примитивный английский язык, в Дубае очень легко общаться. В Дубае все говорят, что в Дубае нет английского языка, в Дубае Арабский. дубийский. Он называется дубийский, Диалект, да? потому что Дубай — это конгломерат всех национальностей Да, мира. по-любому. Почему я люблю этот Эмират? Потому что когда ты едешь, к примеру, в метро, я очень люблю видеть харизматичные лица. И вот в метро это как раз то место, где можно их увидеть. Абсолютно разные национальности разных стран мира встречаются в одном месте, и при этом все друг к другу нормально относятся, то есть с большим уважением, Да. я не Ну, знаю, там толерантно. там все строго. Там очень строго, Нельзя да. там по-другому. Но не видно вот этой наигранной, то есть Да. все там друг другу уступают, там Ну, это безопасность, да? Вот про безопасность. безопасность на первом уровне. Вот я несколько могу историй рассказать. И как я ноутбук оставил, мне его вернули. И как я телефон свой оставил. У меня 2 телефона. Я себя фотографировал в одном Да. сейлс-офисе. Ушел и один из телефонов оставил на столе. Я ушел, походил по сейлс-офису, потом сел на машину и понимаю, что у меня навигатора нет. У меня интернет в том телефоне. А ты же уже можешь без Да. навигатора ездить. И возвращаюсь, и он также лежит на столе. Куча людей вокруг, на столе лежит телефон, никто его не трогает. Очень много случаев, когда и таксисты возвращают телефоны. Хотя, казалось бы, все таксисты — это все приезжие То экспаты. есть это не арабы, да? Нет, это далеко Не не арабы. мусульмане. Это все... Нет, ну большинство мусульмане из Пакистана. Ага. Очень много экспатов из Пакистана и из Индии. Это вот 2 региона, которых достаточно много в Дубае. И Прям индусы, да? индусы и пакистанцы, да, это большая часть. И все-таки это люди не из благонадежных, благополучных стран, да. И казалось бы, что эти люди как раз-таки, если ты забыл телефон, они могут, да, возможно. Да. Ну, они же по правилам играют. Но по они местным играют правилам. по правилам. И... У себя на районе он бы, скорее всего, и забрал Да, телефон. и в Дубае все устроено так, что очень много камер вокруг, камеры есть и в такси, и у каждого такси есть фамилия, имя водителя прямо на торпеде. В приложении все. Приложение, все это смысла видно, нету. да. То есть он понимает, что смысла украсть этот телефон, потерять работу и получить депорт из Легко, страны, да, это буквально 5 минут. Поэтому все соблюдают вот такой... Это знаешь как? Ну, слушай, это же вообще, по сути, идеальное общество. То есть обложились камерами, обложились страшными вот этими, там за драку можно там в тюрьму сесть. Я вот Хотя буквально... на самом деле, да, вот кажется, что законы очень строгие, и казалось бы, что полиция должна прям везде, да, патрулировать. Но на самом деле ты вот просто так полицию, именно полицию не увидишь. Везде есть security. Это обычные ребята в белых рубашках, и здесь написано security. То есть security — это отдел охраны определенного объекта. То есть стоит дом, у него есть security, несколько И выход человек. на полицию сразу же. Да. Еще там магазин какой-то, есть security. Там кафешка, security, везде. И вот такая получается сетка Это удобно, огромная. слушай. Да. То есть и за эту сеть безопасности платят коммерция. Да, то есть это частная история. Это очень удобно, и на дорогах я никогда не видел, ну вот там пост ГАИ, к примеру. Или Гаишников. Да, только если какая-то авария или кто-то нарушал, как-то откуда-то они появляются. А вот так, чтобы останавливал, нет. Там, если ты играешь в шашки какие-то на дороге, тебя может сзади полиция догнать, и только в этом случае. Они, может быть, и еще ездят, как вот в Америке, то есть под прикрытием на обычной машине. А может, Ну, просто такого не наблюдают в наблюдал. камеру? Нет, у них обычно зеленым заклеенные машины с мигалкой. Так, ну получается, смотри, жилье там можно от 1000 Да. снять, машину там, условно говоря, 500-700 да. долларов, Да. вилка такая. Но мы Это говорим про нормальный недорогая, да. рабочий вариант. Так, бензин. Бензин недорогой. Бензин чуть-чуть дешевле, чем у нас. Дешевле. Да, бензин стоит 2,95. Это даже не дотягивает до $1.
А там какой коэффициент? 3,65 1 доллар. 3,65. 1 доллар 3,65. Мгм. То есть, ну, примерно в районе 60 рублей. То есть, ну, 60, учитывая 65, их заработки, это как бы Да, приемлемо да, считается. да. Это... И к тому же после ковида Мухаммед бин Рашид, это глава Дубая, Мгм. он сделал, ну, как, может быть, благотворительную акцию Мгм. для всего народа. Он снизил цену на топливо. Из-за того, Для что... всех. Да, для всех Мгм. абсолютно. Не только для арабов, а для всех. И это, наверное, единственный пример, когда я за свою жизнь помню, чтобы где-то бензин, наоборот, подешевел. Ну да. Обычно, да. М. Цены на продукты Да. в какой-то степени где-то ниже за счет того, что у Дубая вокруг везде есть порты. Да. Мгм. Там, к примеру, в Шардже, в соседней, есть огромный порт. И то есть доставка некоторых продуктов обходится намного дешевле, чем, к примеру, доставить нам. Да, Ну, это логистика. логично. Это логично. Да, но некоторые продукты дороже. К примеру, те, что у нас дешевле, у них дороже. Там, к примеру, взять картофель какой-нибудь. Да, Картофель, или ну, они, наверное, не Да. едят, они его в жизни, наверное, не едят. апельсины, там, к примеру. Дорогие да, тоже. недорогие. А, Манго вообще. Манго я покупал, огромная манго. Там, во-первых, их видов много. Да, это очень потом. много видов. Манго обходилось мне 2 дирхама, и это получается примерно... 30-40 рублей. Ну, если в долларах, то 50 там, центов, грубо говоря. Да. Ну, 30-40 Да, рублей. да, здесь Мгм. манго очень дорого. Это, ну, штучно, тоже поштучно. Килограмм стоит 1 доллар. Нет, обманываю, килограмм стоит где-то 1,8 доллара. Но он же и вкусный, нормальный, манго. Очень вкусный, прямо очень сладкий, да. Ну, Спелый. не как у нас. Ну, смотри, вот как бы еще есть такой момент, там по мясу, да, вот смотрят. Мясо, кстати, я бы не сказал, что дорогое. Мясо стоит 25-30 дирхам. Это примерно в районе 1000 рублей. Если у нас зайти в мясной бутик, не будем называть Название. Название да, то не будем там рекламировать. цена, в принципе, будет, Ну, не больше 1000. Или уже перевалило психологическую черту. ну, я говорю про мякоть. Вот Ну, такую. я тоже. Да. Ну, да. Там нет такого, как у нас. Кости. Очень мало такого. То есть вот Туша эти... лежит, да? Туша лежит, да. Там аккуратно нарезано. Ну, вот как в такой- супермаркетах. Да, как в супермаркетах. Вот за это я и люблю провинциальные города. Ну, там души же нету в этом, Реша. Ну, какая душа в этом? Да, вот. Тебе вот так вот положили, а как вот это вот? Дай мне заднюю часть, Да. там, переднюю часть. Да, да. вот этого нет. Лопатку Там вот заверните. пришел, вот есть, если нравится, Ну, бери, понятно. если нет, то нет. Нет, ты знаешь, мне кажется, что вот такие бутики там по-любому есть. Где ты можешь... Где-то их туша, нужно... Да, базар есть какой-нибудь. рыбный рынок, где Да. все очень дешево. Там прям с моря тебе привозят, там хочешь акулы, там Мгм. что угодно, огромные омары, креветки. Вот у нас ребята ездят, я не большой ценитель там рыбной истории. Морепродуктов. Да. Надо еще приготовить же надо, да? Уметь. Ну, не, я люблю готовить, просто рыбная история, ну, такое. Да, если да. есть, то есть, если нет, то... Ну, понятно. Ну, по-крымско-татарски. Да. Ну, это ногайская, скорее всего, тебя говорит. А вообще они, что они едят? Они больше курятины, наверное, да? Насколько я Ты вообще знаю. вот с местными общался? Вот не с этими Один у приезжими? меня друг появился, ну как друг, знакомый. Ну, который вот Ну, живет да. прям, да, местный? Да, местный Вот, это араб, интересно. Талиб его зовут. Мгм. Ученик, да? Мы когда с ним познакомились, вот в Дубае очень хорошо работает нетворкинг, когда ты просто на улице можешь познакомиться с абсолютно любым человеком. Кажется, что там все нацелены да, на то, чтобы знакомиться Мгм. и на этом зарабатывать. То есть я с тобой познакомился, Да. я тебе продал квартиру, ты мне продал свою маркетинговую политику какую-то, да? И, Ну, круто же, и что-то слушай. мы создали Как вместе, будто да. бы люди время не теряют. Они же все Да, вот да, на да. съеме Там вот сидят. все смотришь, они все ищут, чтобы заработать, где бы там заработать. И вот так я познакомился. Сначала, когда мы с братом приезжали, мы выбирали гостиницы разные. И мы жили в бизнес-бэе. Я выходил работать еще с ноутбуком в холл. Ну, работать в смысле ты имеешь в виду? По что? фотографии. А, У понял. меня там Понял. по фотографии, по обработке. Думаю, посижу в холле, поотбираю. Прикольная атмосфера, люди там постоянно заходят, меняются. И напротив сидит мужчина. Такой интересный, в общем. Квадратные Я понял, плечи. понял. Нет, плечи не квадратные. квадратные. Арабская груша. Ну, Нет, понятно. просто мужчина сидит, работает. И я говорю, можно в розетку? Одна розетка.
Ага. А у меня ноутбук разрядился, я говорю, можно в розетку? Он свой вытаскивает, и мы начинаем разговаривать. Я говорю, откуда ты? На плохом английском. Он говорит, я из Лондона. Вот. Начал объяснять, чем он занимается. И тут он омолвился, что он родом из Турции, и зовут его Фарук. Ага. И, в общем, и я сразу, ну, я же 5 месяцев прожил все-таки в Турции. Да? И я Перехожу на сразу турецкий. говорю, Мираба, Аби, и он раз такой на меня. В общем, мы с ним познакомились. Знаешь, вот история, когда у тебя в голове мешается несколько языков, ты, к примеру, какое-то слово не знаешь на английском суржик это и называется. меняешь его на турецкое. Да. То есть ты там 70% на английском, 30% на турецком. И, в общем, и в итоге... Ну вот это, Да. наверное, тот дубийский. Это дубийский получается. Это получается дубийский. И рядом еще парень сидел. И мы с ним тоже разговорились. Вот 3 незнакомых человека. Он из Абу-Даби, родом из Иордании. Зовут Рами. Он крестьянин, но говорит по-арабски. То есть иорданцы, Ну, да, у них да, родной у них язык много. арабский. Да. Арабский, да. И для меня, я, честно говоря, не знал про то, что я ему еще... Мы общаемся, я говорю, ты, наверное, ищешь себе жену арабку. Я говорю, ты готов только на арабке, получается, жениться? Я не знал, что он крестьянин на самом деле. Он говорит, а почему ты считаешь, что я должен на арабке? Христиане. Крестьянин, извини. Да не, просто. Он говорит, почему ты считаешь, что я должен только на арабке? Я говорю, ну ты же на арабском говоришь. Он говорит, ну я христианин, понимаешь? И, А он сам черный он. ну, как черный? Ну, Нет, смуглый. нет, смугленький такой Ну, парень. иорданцы, они такие не сильно Да, черные. и в итоге, ну, я не знал никогда, что христианин может говорить на арабском. Ну, то есть это их родной язык. Да, может быть, да. конечно, у них очень много христиан у арабов. Да, и в итоге мы с ним вот втроем познакомились, и тут Фарука друг приходит, Денис, и говорит, у меня завтра день рождения, я приглашаю вас всех на яхту. И тут я... Вот он, нетворкинг. И мы оказываемся на следующий день на яхте, и подключается еще друг Дениза, Талиб. А там одни мужики были на яхте? Нет, яхта, это, знаешь, такая яхта экскурсионная. Где Как в Балаклаве, да? Вот, ну, вот эти Нет, ты такие. покупаешь билет, там сразу все А, включено, всё, и всё, поесть, куча людей разных, туристов. Мгм. Там и танцы живота, что хочешь, короче, на этой яхте. И вот мы едем, общаемся, и Талиб в шортах пришел, ну, таких бриджах, Мгм. футболке, обычный парень. И в итоге оказывается, что он чистокровный араб, который живет в Дубае и родился в Дубае. И я говорю, а почему ты не в белой Да, конторе? да, да. Он говорит, сегодня выходной, и мы, как обычные люди, можем ходить в Такое любой бывает? одежде. Да. Выходной от одеждой. Да, они могут ходить в любой одежде. И вот если ты сейчас посмотришь, Мухаммед бин Рашид часто в Инстаграме появляется, там на велосипеде по Дубаю ездит, в обычной одежде, в спортивной. Это у него выходной. Да, и это типа Раз в он неделю осматривает. или раз... Как вы? Я не знаю, как это происходит, это но они максимально имеют странно. право... Ну, то есть белая одежда, она подразумевает то, что знаешь, ты остываешь в холодном помещении, и когда ты выходишь на улицу, тебя солнце как бы не берет. Я сам ходил. Ну да, не, это все понятно, это И- физика, Да. это все Да. понятно. Да. Но я думал, что это не обязаловка, что это удобство просто. У меня такая всегда мысль У тебя была мысль, что это обязаловка. Нет, что это практично просто. Вот жара, они белые Нет, одевают. нет. Я думаю, Это но именно белое очень обязаловка. сложно носить. Я тебе скажу, как с опытом человек, что ты пьешь кофе, и знаешь, в Дубае очень много всегда конденсата. То есть ты берешь кофе, Да, всё вышел на капает. улицу, там, к примеру, и оно начинает холодный Течь. кофе, если, к примеру, да. И оно все, и у тебя сразу какое-то пятно за день, это 100% ты... Ну, они же так не работают, как, допустим, ну вот мы там. Они работают тоже. Прям работают? Они могут работать на государственных должностях. Мгм. Там в аэропорту очень часто ты встретишь Мгм. арабов, которые прям на контроле стоят. Так, и что вот на этом, На- на яхте? И нет, я тебе говорю про локалов. Вот Мгм. локал, это Да, локал. как раз-таки Талиб. И я с ним общался по поводу того, вот правда ли то, что все арабы такие богатые, раскидываются деньгами. Ну, ездят вот на- стереотип. Он говорит, нет, арабы, наоборот, не раскидываются деньгами. Они очень мудро поступают с этими деньгами. Да, много из них обеспеченные люди, но в большинстве это люди, которые не нуждаются, как сказать, подобрать слово, ну, Они не в больших нуждаются. финансовых... Они не нуждаются. Да, Вот, они просто не нуждаются. Да. У них есть
там определенные поступления денег, там Да. от государства Да, их да, да. спонсирует, там детям помогает, дает им земельные участки. То есть они не борются за выживание, да? Они То не есть- борются, да, вот, то есть, знаешь, у них нет вот этой круглосуточной идеи, мне нужно заработать, чтобы прокормить свою Да, семью. да, да, да. Он может с семьей, если ты посмотришь во всех торговых центрах, в кафешках, они все сидят, отдыхают, наслаждаются жизнью. То есть это небольшие деньги, чтобы там выпить кофе, провести с семьей, прогулять. И вот им на вот эти все нужды хватает тех денег, которые им дает государство, которые они зарабатывают Как со своего субсидии, да, бизнеса. получается? Такие, Ну, как там- пособия. Там субсидии такие, что ребенку дают при рождении определенную сумму денег, дают за ним, закрепляют земельный участок, дают обучение в любом вузе Дубая, либо в любом Вообще мира, по-моему, даже. мира, да, Мгм. либо в любом вузе мира. И в целом, ну, а это же основные статьи Это затрат. основные статьи. Да. Да. Ну там с условием, что ты вернешься по-любому, там тоже вот такие моменты были. У нас же здесь как? Я заработаю деньги, Да. я себе не куплю новую одежду, Да. я не куплю себе новые брюки, я вот все своему сыну Да. на учебу оставлю. Ну это ты прям хороший вариант сейчас рассказываешь. Ну, в большинстве случаев я слышу такие истории и вижу, и по своей семье, да, лишнее я себе не куплю, все вот для детей. В Да. итоге ребенок вырастает, говорит, мне вот это все не нужно, я хочу жить так, как я хочу. И свадьбу не хочу делать. Да, и свадьбу не хочу там, к примеру, делать. И получается, и отец потом не пожил свою жизнь, Да. и ребенку это не нужно, понимаешь? Поэтому многие говорят там, цените вот сейчас время, да, там. Ну, а ты не думаешь, что это просто был такой контекст, вот ну, как бы и на сломе это все было? Вот Ну да, на переезд, сломе. тяжесть. Тяжесть. Наши родители вот на алтарь вот это все бросали. То есть сейчас же по-другому все он стал, нет? Ну, вот очень знаменитая фраза, как раз-таки Мухаммеда бин Рашида, который сказал, что сложные времена рождают сильных Да, да, да. людей, сильные времена рождают сложные... Сильные времена сильные рождают. люди... нет, Смотри, сильные времена рождают сильных, людей. сильные люди делают легкие времена, легкие Да. времена рождают слабых мужчин. Да. Слабые Вот. мужчины рождают. Вот, всё то есть, правильно. и вот это кольцо, короче. Да, и вот как раз-таки, что и произошло. Наши родители, которые вот своим трудом, вот я помню отчетливо времена, когда мне отец никогда не говорил, типа, ты вот сегодня должен прийти после школы Да. и сажать редиску. Тогда у всех, все соседи сажали редиску. Он тебя освобождал от этого. В марте, в апреле. В феврале, скорее Он не освобождал. Он мне никогда не говорил, типа, ты должен после школы прийти и сажать с нами редиску. Он никогда этого не говорил. всего. Но я Старше, после школы, Знал. когда ребята все шли играть в футбол, потому Мгм. что это март-апрель, уже тепло на улице, они все шли, а я почему-то шел домой, не знаю, вот я сейчас вспоминаю это, не могу себе объяснить, почему я шел домой и сажал редиску. Ну, это же круто. Мы втроем шли, вот мой брат, сестра и я, мы шли домой, и все ненавидели эту редиску сажать, потому что там в каждую дырочку нужно закинуть зернышко. Зернышко. Да. Но я почему-то не оставался играть с ребятами. В итоге из ребят никто футболистами не стал. А Да. редиска выросла у меня. А редиска выросла у меня. Не, ну слушай, ну это же круто вообще. Ну реально круто. Ты Это, знаешь, это вообще мудрость воспитания родителей. Не говоря, это вообще Ну очень да. мудро. Не говоря, не воспитывая, привить детям ну, это вот, же, вот смотри, это это же вот. был, изначально же был пример. Они же сами работали. Ну, все-таки ребенку же сложно объяснить. Пример. Примером Да. возможно, но редиску я не любил сажать. Ну но да. все равно это делал, Ну, понимаешь? вот это интересно. Не знаю почему. Потому что, может быть, я ощущал, что нас трое в семье. И А ты как младший там не филонил, там типа, ну, как бы. да нет, мне Нога кажется, болит, рука болит. Филонил как раз-таки старший. Старший. Да. Он, знаешь, там вот, к примеру, после школы, опыте, да, да. вот там я пришел, и нужно посадить 2 ряда этой редиски. И когда ты уже 1,5 ряда посадил, брат в конце говорил, я пойду печку растапливать. Ну, потому что печку легче растапливать, Ну, и понимаешь? интереснее. Ну, и интереснее, да, там Да. нет какого-то, там есть Рутина. азарт Там не поджечь рутина, там что-то. всегда Да. по-разному. Да. И то есть после обеда уже к вечеру ты разжигаешь печку углем и согревается. Да. Слушай, а вот это вот принятие физического труда, оно у тебя когда пришло? Когда ты немножко денег заработал, ты как вот вообще сам это почувствовал? У тебя есть такая вот прям Ну, наверное, отчетливо?
принятие физического труда, что ты понимаешь? Ну, когда ты перестал стесняться этого, что это не стыдно. Ну, знаешь, есть такое понятие, Нет, что... я стеснялся того, что, знаешь, у нас еще были коровы Да. в семье, Да. и отец с утра там в 4 утра их выгонял на поле, Да. а я вечером их должен был пригонять. И знаешь, бывали моменты, то есть я со школы пришел, редиску посадили, и вечером нужно идти за коровами, гнать их домой. Мгм. И вечером был такой момент, я всегда рассчитывал его. Там девочки, в общем, возвращались, ну там, грубо там, мне нравились они, знаешь, Да, там, да. или что-то, Ну, симпатия какая-то была. И в этот момент я всегда очень боялся через улицу гнать коров, чтобы не встретиться с ними, чтобы они не подумали, вон, смотри, он коров гоняет. Ну, типа, не престижно, Ну, понятно, знаешь, понятно. типа, Да, ну, да, да. такое. Да, да, Я да. всегда стеснялся вот этих моментов. Я никогда в школе там не рассказывал, что у нас есть коровы. Почему-то я всегда этого стеснялся. Ну да, есть такое, это понятно. А сейчас ты смотришь на людей, вот знаешь, ты едешь с ребенком в машине и показываешь, смотри, это коровы, вот так они пасутся. Наоборот, я Приобщить сейчас хочется. ребенку показываю, что, ну, смотри, вот кто-то пасет коров, наоборот, как будто это классно. Я почему-то очень этого стеснялся. Мгм. Не, ну слушай, как раз таки это, мне кажется, понятно все равно. Ну, а вообще, ты знаешь, такой есть момент, ну, получается, ты, ну, довольно самостоятельный человек, да, ты перебрался там в Симферополь, Да. купил квартиру, то есть, по сути, ты сам все это выстроил. Да. И складывается такой образ, ну, давай, нормально, это нормально, образ Да. Ришат Алиев. Вот ты когда домой возвращаешься, у тебя есть какой-то такой вот перестройка, что ты, ну, ты же, получается, сразу понижаешься до самого младшего, и ты вот как бы вот тот Ришат, который самый младший, все подзатыльники гоняют. Ты имеешь в виду домой возвращаюсь К родителям. Родительский дом, да. Не, я ну, туда какие-то очень- дуа какие-то там, какие-то совместные родственники. Все же знают, кто такой Ришат Алиев, даже и Да. родственники твои уже знают. Не, я наоборот туда возвращаюсь всегда с большим удовольствием, с любовью. Я очень люблю это место. Мне очень нравится наш дом, сзади речка, там порыбачить всегда можно. Это вообще мечта вот такая, Да, такая да. вот, знаешь. Это очень классное место. Всегда туда возвращаюсь с большой любовью. И возвращаюсь, и меня всегда там рады видеть. Там и соседки есть, там тетя Тамара, Мгм. всегда рада встретить тетя Вера, там тетя Гуля, там напротив соседи, там Руслан. Ну вот друзья детства всегда рады вот встретить, увидеть. И я люблю туда приезжать. Знаешь что, смотри, есть такой момент, ну, условно говоря, ты из села, да? Да, Ну, да. да, Я вот вообще вот сельский- сельский сейчас парень. я этого не стесняюсь, знаешь. не, ну слушай, это нормально. Вообще звучит, ну типа некрасиво. Ты, ну не то что Сельский некрасиво. парень, да. Типа ты из села, ты из деревни, это знаешь, на человека может поставить какой-то Ну штамп. да. Я же не сказал, ты да. колхозник. Нет, я не говорю конкретно Да. про тебя. Я говорю вообще, когда Да. говорят про человека, ты из села, Мгм. сразу возникает 100%. какой-то штамп, типа вот. Ну, я не хотел так. Но от того, что ты родился в городе, к примеру, и из себя ничего, к примеру, не представляешь, тоже большой пользы миру от этого 100%. нет. Но все-таки, когда говорят, ты родился, типа, ты городской, Мгм. сразу какое-то там другое Ты впечатление. в Дубае родился. И вот эти стереотипы в жизни, они всегда есть. Да. И не знаю, для меня, вот, для человека с опытом села, с опытом деревни, да, всегда, я теперь понимаю этих людей, потому что учиться им в городе достаточно сложнее, потому что человек, который живет в городе, ему нужно на дорогу потратить, ну вот я помню раньше, это было проездом 1 гривна Да. в маршрутке. Было. А мне Даже 50. из Первомайского нужно было до города добраться 4 гривны. На маршрутке потом 1 гривна. То есть в одну сторону у меня 5 гривен получалось, и обратно еще 5. То есть 10 я тратил. Да, это много. Ну не я, а родители на тот Родители, момент да. тратили. И был момент, когда мы втроем учились. То есть брат учился уже на 5 курсе, а сестра там на 3 курсе, я на 1. То есть одновременно, представь, 3 Да. отправлять на учебу, это очень дорого. И я всегда понимал, что ну, родителям сложно. И вот сельским как раз ребятам всегда сложнее учиться. А городским всего лишь 2 гривны нужно было тогда потратить.
Кто-то вообще рядом жил там. Ну, кто-то вообще рядом жил. Да. Я А знаешь, кто-то рядом жил и не учился. Да, и да, так ничему да. не научился. Да. Я знаешь, к чему? Вот у меня всегда был такой интересный момент, вот наблюдение, да. Мы условно такой с программой местечковой, да. Вообще Крым это по сути такое одно большое село, если так Да. взять. Все друг друга знаем. Да. И вот ты, получается, ну, во-первых, у тебя была Турция, да, то есть у тебя была такая прививка Турция, то есть там, где ты все сам один, семья, все тяжело, там все проблемы на тебе. И получается новый вызов это Дубай. Ну, это же реально вызов колоссальный. Вот ты сам, ну, как вообще решился на это, там, поехать туда, вообще, вот пойти по этому пути? У тебя же здесь все нормально, там, ты фотографируешь, тебя знают люди, зовут, есть заработок. Для чего вообще тебе это нужно было? Ну, смотри, все, что я бы сейчас не сказал, будет звучать как-то, может быть, пафосно, там, Не, дорого, ну да? почему? Как есть, скажи, все. Но на самом деле, я вот, знаешь, иногда бывает отматываешь в голове, там, себя 22-летнего, 23-летнего, и думаешь, и я вот думаю, а как я взял проект «Мрия», к примеру, на 23 дня, это Риксос же был, понимаешь? Да. В тот момент это был Риксос. Риксос, да. Как я взял на себя ответственность фотографировать Риксос, полностью весь отель, внутри, снаружи. Это вообще жесть. И я вот, если бы мне сейчас предложили, к примеру, я, знаешь, бы так подумал, Засомневался. засомневался, да. возможно. Сейчас такие требования, Ну, знаешь. ответственность А же. тогда, знаешь, молодой, энергичный, да вообще легко. И не жалею вообще ни разу. Ну, оно тебе сильно дало. Мрия сильно дала. Оно сделало меня сильнее, и команда была классная у нас, и опыт очень классный, и знакомство очень классное. До сих пор общаюсь с ребятами. Вот сейчас, к примеру, Самвел, с которым я тогда общался по Мрии, он сейчас генеральный директор Мрии. Он сейчас стал генеральным директором. То есть мы на мероприятиях с ним иногда встречаемся и нормально общаемся. То есть и, ну, было сложно, конечно. Опыта-то особо в отельном Ну, здесь- фотографировании не было, да? Да. И вот оборачиваясь на этот опыт, мне просто хотелось попробовать и сейчас что-то новое. Я уже 15 лет фотографирую. Да. Знаешь, тебе, наверное, тоже этот вопрос Да, задавали. я к этому и видеографу. шел. Я к этому и шел. Это, знаешь, с каждым годом ты становишься старше, и это все отражается на лице, как говорится, да? И люди такие смотрят на тебя и говорят, ну вот когда ты станешь, типа, Тебе 50. 50, да, тебе будет. Ты тоже будешь фотографировать? Вот так бегать за девочками, за невестами, там, к примеру, тебе будет 50, а жениху 23, и он будет тебе говорить, что тебе делать. Очень много примеров фотографов. За деньги, да. За деньги. Очень много примеров, где фотографы взрослые, состоятельные, ну, состоявшиеся, фотографируют там в 60 лет, да, Да. и достаточно на высоком уровне. Мгм. Я как бы всегда думал, что я буду фотографировать до конца своей жизни, но подумал в какой-то момент, почему сейчас мне не принять какое-то другое решение в плане изменить немножко русло своей профессии. В фотографию я всегда могу вернуться и Ну, ты продолжить. и уходить можешь не сильно. Я сейчас сильно и не ухожу. Я все-таки буду снимать большие проекты, но не буду брать так много свадеб. Хотя я много никогда и не снимал, но вот так много не буду брать. Я решил чуть-чуть отойти в сторону и попробовать себя более высоком, более в большом городе. Знаете, мой друг Эмиль, он недавно переехал в Лос-Анджелес, Да. и он говорит, зарабатывать деньги нужно там, где концентрация больших финансов, да? Мгм. Вот если взять там Нью-Йорк, к примеру, там Британию, Дубай, то это как раз концентрация инвестиций. Ну, такие центры мира, Да, получается. центры мира, центры притяжения. Я думаю, почему не попробовать? У меня же есть все шансы. С Дубаем я знаком с 2013 года. Часто туда летал. И отдыхать, и снимать, и работать. И сейчас мне предложили работу. Почему не попробовать? И просто так совпало, что у меня сразу получилось несколько сделок сделать. Мгм. И я понял, что это совершенно другие деньги, во-первых. Во-вторых, ты общаешься с людьми, которые
финансово Уже они, да, там. благополучны очень. И это действительно интересные люди, которые добились какого-то успеха, и ты просто хочешь перенять это. Ты, наверное, знаешь, что брокеры в Дубае очень много зарабатывают. Ну, в плане с одной сделки, одна твоя сделка в Дубае может изменить всю твою жизнь. Мгм. И, к примеру, одна сделка может там, тебе принести там, 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов. Но это, конечно, может и не случиться. Это не каждая сделка, Да, но это не реальность. каждый. Но это реальность, да. То есть, если к тебе попадается лид, клиент, Да, запрос. с бюджетом, там, у меня есть 50 миллионов дирхам, то есть ты уже примерно в процентном соотношении... 5 мне 45 получается, да? Еще за 45. Нет, ну, он я покупает квартиру за, Мгм. ну, это в долларах, там, 15 миллионов долларов, Да. твоя комиссия составит, там, 100-200 тысяч долларов. И у меня была такая идея, вот если я, к примеру, делаю сделку на 100 тысяч долларов, я могу выделить из этой суммы, там, к примеру, 20% на что-то крымско-татарское. В тот момент я придумал, почему, вот я очень часто там в Дубае еду в машине и хочется послушать крымско-татарскую музыку. И ты вбиваешь там в Spotify, к примеру, в Яндекс.Музыке, либо там в Apple Music, да, Мгм. вбиваешь крымско-татарская Мгм. музыка, и практически ничего Ничего там нет. не выходит. Да. Нужно искать там, к примеру, ты вспоминаешь, а кого я знаю, кто бы мог из музыкантов загрузить свою музыку, к примеру, в Spotify. И ты думаешь там, ну, наверное, только Джамала. Но Джамала это все-таки фольклор такой, да, Да, вот, да. современный. Это не совсем вот это. Ну, это эклектика больше. Да, эклектика. Модные, новые, старые. Это не прям вот наша крымско-татарская. Не база, короче. Не база. А хочется хайтарму? Не всем Хочется восьмых. послушать хайтарму какую-то, да, в качестве записанную хайтарму. Мгм. И я нашел только Алима Куртмеметова. Да, я хотел... Да. Только хотела. Ну, он сказать. классовый. Вот что мне в нем нравится? Сейчас реклама. Он Алима. у нас был на подкасте. Да. Можешь рекламировать. Что мне в нем нравится? Он очень классно развивается, стремительно развивается. Он изучает разные инструменты. Он молодой, он перспективный. Я вижу в нем огромное будущее. И вижу то, что он современный крымско-татарский парень, Актуально. который записывает свою музыку в хорошем качестве и записывает ее еще и на вот эти площадки Да. музыкальные. И всегда можно послушать. Но этого мало, всего там 7-8 треков, которые можно послушать. Ты их на А ты их Рапиде- покупаешь? да. Ты же На покупаешь? Яндексе их можно слушать бесплатно. Ну, ты за Яндекс подписку платишь. Да. Я, возможно, подразумеваю, что Яндекс там какую-то часть. Ну, роялти какой-то есть? Да, возможно, есть. Вот. И, в принципе, на этом все. И у меня появилась такая мысль. Если я зарабатываю, к примеру, Да. там образно 100 тысяч долларов, я могу 20% выделять, к примеру, вот 20%, это 20 тысяч долларов, я могу выделить на запись какого-нибудь бенда. К примеру, взять моих друзей из Хаята, да? Да. Да. Я их могу в целом за 20 тысяч долларов можно их... На год арендовать. Нет, зачем? Записать. Шутка была. Да, их записать в качественной студии, Да, да. с хорошей аранжировкой, возможно, где-то добавить немножко современного, там, какого-нибудь баса, да, или еще чего-то. Да. И там как-то обсудить с ними, чтобы загрузить это на все площадки. Я думаю, неплохой идеей бы, если бы это все состоялось. Да. Конечно, когда я приехал в Дубай, я понял, что сделки на 100 тысяч долларов нужно заслужить, Конечно. чтобы... Везде так. Да, то есть сразу тебе такие клиенты могут прийти. У нас в агентстве куча случаев, когда вот девочки закрывали сделки и зарабатывали больше 100 тысяч долларов за раз. Но все-таки это разовые какие-то случаи. Но все равно это же может случиться. Да. И я могу это сделать. То есть получается, что ты сейчас говоришь о том, что готов часть из своей прибыли положить на развитие крымско-татарской Да. музыки, по большому Да. счету. Но это будет не промоушен какой-то группы, то есть я не буду записывать там им клип или что-то для развития их. Да. Я хочу взять то, что у них есть, классно, то, что они делают, и записать просто это в качестве Вытащить на на память уровень для просто, всех. Да. на уровень. Ну, естественно, с их А у них разрешения. у самих нет возможности
У нас есть чаты, Да. там, к примеру, чат волейбола. И я там в волейбольном чате у нас все музыканты, Мгм. видеографы, фотографы, Да. там кого только нет, да. И я пишу, ребят, вот нашел только Алима. Я вот Абляз, это к тебе обращение. Абляз, говорю, Абляз, загрузи свою музыку Да. хотя бы на Яндекс музыку, на там, Да. я не знаю, куда-нибудь на YouTube. Ну, На YouTube есть, но на YouTube неудобно слушать с телефона. Неудобно. Да. Не, YouTube Music удобно, кстати. Ну, не уверен, что есть он на YouTube музыке, Абляз. А Наверно. он YouTube Music, он работает так, что он с YouTube берет. Он музыку. берет с Видео, да? Конечно, конечно. Видео, да. Ну вот. Я Ну, вот в машине, у меня... Это отдельное приложение? Да, YouTube Да, Music отдельно. называется, вот оно у меня есть, и она... Мгм. Это, кстати, вот сейчас 2 секунды скажу, это такой уникальный искусственный интеллект, он анализирует всю прослушанную тобой музыку, все Да. твои лайки, все, что ты Ну, слушал, это сейчас все и делают. формирует уникальный плейлист. Вот, Да. допустим, я открываю приложение, и там у меня 9 песен. Вот какую я выбрал, он это настроение считывает и начинает мне подкладывать Но в топ. если твой ребенок зашел Они не, А. за- в они- YouTube они не и заходят. посмотрел свои мультики, потом твой плейлист будет У меня совершенно это- другой. у меня это У под нас, запретом. у нас его телефон вообще запрещено трогать. Они вот, это для них как Я к просто этому вот ревностно книжка лежит. отношусь. А мой телефон, они постоянно... И вот потом плейлист получается, да, сумбур. Ну вот смотри, да, Что Ну, ты смотри. сейчас хотел сказать по поводу... Да, вот есть такая рубрика у Сиджи Лила «Тойдан Сон», да, есть. Да. когда они собираются на Тане после Да. свадьбы. И вот у них был такой шуточный ролик «Не уезжайте из Крыма». Мгм. Да. Ну, если вы все уедете, кто потом, для кого музыканты будут играть свадьбы, Мгм. да? Да. И вот там была очень классная песня, Рустем Ага Куртмеметов ее пел. Мгм. И я вот эту музыку, то, что есть в Инстаграме, я там вытащил звук из Инстаграма и слушаю вот какими-то кривыми способами. Да, неудобно. Она очень круто записана на телефон, но в плане, вот знаешь, она настоящая, живая, там какие-то интершумы есть. Конечно, это живой Да, звук. это Тем более вот там же прям, микрофоны это хорошие. знаешь, через там 150 лет это будет выглядеть, как вот сейчас у нас старинные Пластинки. да, пластинки. Но, кстати, ты же, получается, в контексте вне дома это чувствуешь. Я Да. думаю, что здесь в Симферополе на квартире ты особо не нуждался в этом, по большому Нет, я счету. все равно слушал. Вот эта песня мне очень понравилась. И вот если это вот все записывать профессионально, классно, и создать, возможно, какой-то один аккаунт, где будет вся крымско-татарская музыка, чтобы все... У нас просто диаспора сейчас настолько большая. Я вот сейчас общаюсь, ну, когда ты оказываешься там вне Крыма, да, ты ищешь сразу себе, ну, на каком-то уровне подсознания, да, Да, это же ты выживание. себе ищешь поддержку и смотришь, как люди в других городах, странах, ну, обживаются. Ну, сразу чаты, Да, сразу сразу чаты. чаты какие-то. И все все-таки нуждаются вот в этом плейлисте. Иногда очень классно под настроение послушать. Не знаю, как ты оцениваешь мою Это очень круто. идею? Но получается, что Единственное, нужно делать сделку. как только в Инстаграме у тебя появляется сторис, что ты хочешь записать музыку, ты, значит, Сатен заработал, да? То есть можно... Кстати. Ну, такая, да? Ну или больше. Да не, ну что ты. Не, ну ты знаешь, вообще на самом деле это очень классная история. Мне кажется, что вот в этом капитале, вот в этом достатке и рождается вот это вот, знаешь, переживание за культуру. Все-таки культура, она растет только в благоприятной почве, да, когда тебе нечего, ни на что хлеб купить, там, детей там, покормить, да, ты не думаешь про культуру, это нормально. Да. Но как только ты, получается, выплываешь из этого болота, там что-то начинает получаться, ты вдруг понимаешь, что а у нас послушать нечего, у нас смотреть нечего, у нас читать нечего. И получается, что и вот ты про музыку говоришь, это реально очень круто. Вот действительно Абляз, там действительно Хаят, они очень уровневую музыку делают. Да, и ну вот почему я, собственно, ты говоришь, почему я решил переехать. Да, Во-первых, попробовать себя. Что из этого выйдет? Ну, я вот фотографию не отодвинул полностью. Я Да. вот сейчас буду в сентябре снимать свадьбы. Ты в точно сентябре так же. здесь, да? В сентябре я полностью А ты обратно здесь. когда поедешь? Или пока еще не знаешь? Планирую в конце сентября. Ну это мало времени, по сути. Ты Ну, месяц. месяц, да. И хочу попробовать себя
вот в этой сфере, в большом городе, как это на мне скажется. В любом случае, это классный опыт. Это супер опыт, да. И это хорошая возможность. Если у меня получится то, что я задумал, вообще супер. Если получится это продолжать, тоже круто. Если получится помогать Крыму оттуда, ну вот, тем, что я задумал, тоже классно. В любом случае, я думаю, будет плюс. Но в этом есть и минус, да, то есть у меня большая аудитория подписчиков, кто-то смотрит, возможно, кто-то переимет мой пример, да, и тоже захочет уехать. Ну вот Ришат типа уехал, значит, и я уеду. Я бы не хотел, Да, ну, честно да, говоря, я понимаю, о чтобы чем ты все говоришь. уезжали там, да, и, ну, там, В в другие поисках страны. лучшей жизни, В да? поисках лучшей жизни. Я не то чтобы в поисках лучшей жизни уехал, просто я хочу попробовать, ну, у человека же возможности безграничны. Во-первых, я очень еще хочу английский подтянуть свой, вот прям, знаешь, мне кажется, когда человек там, вот есть свой родной язык, и кроме этого он может говорить еще на другом языке, Да. например, на английском, я не знаю, на немецком. Это очень Я круто. всегда думаю, что это умный человек. Ну, это в Знаешь, Ирландии, вот он наверное. раз резко переключился и говорит на Да, другом языке. Я думаю, это умный человек. Хотя не знаю, правильно это или нет. Что он там говорит? Да. Но Вот это навык. Это очень супер навык. это- Суперсила. И я сейчас понимаю, что для моего ребенка очень важно учить английский, Да. потому что это выход в мир. Коммуникация. Ну, ты знаешь, мне кажется, что вот есть такой момент, что буквально лет 5 и запрос в изучении языка полностью отпадет, потому что сейчас уже делают приспособления, там очки, ты можешь просто говорить, человек тебя все понимает, все переводит там на лету. Мне кажется, что коммуникация сильно улучшится. Ну ладно, это как бы такой момент. Но все равно живое общение всегда. Живое общение. Да, Ну, понять человека проще. на его языке, это очень круто. Да, и я про то, что мне, с одной стороны, очень сложно сейчас, я тебе говорю честно, воспринимать этот опыт в плане того, что я 15 лет посвятил фотографии и добился хорошего результата, как я считаю, для себя. Да. И для меня очень сложно перейти в другую сферу. И не то чтобы... Я понимаю, что для многих покажется, что я просто вышел из фотографии. Но на самом деле для себя, как фотограф, я не вышел. Я просто вышел из свадебной съемки. Но как фотограф я фотографом всегда останусь до конца жизни. Я буду фотографировать пейзажи, людей, какие-то проекты интересные. То есть свадебная съемка не подразумевает, что я перестал быть фотографом. Ну да. И я хочу, чтобы просто все это понимали. И я сейчас смотрю, вот, к примеру, я выбрал другую страну, да, и вот я представляю Алима Куртмеметова, который говорит, а возможно, я тоже поеду в другую страну и попробую себя, там, к примеру, в легкой атлетике пусть будет, Да, ну, неважно. Ну да, добьюсь какого-то Да. результата. Да. И мне очень будет жалко, Обидно. если этот человек откажется от музыки и перестанет дарить свою красивую музыку, и перестанет записывать ее. Да. Точно так же вот сейчас у меня в груди вот этот сложный момент, когда свадебная фотография для меня тоже очень много значит, потому что это классные знакомства, это очень интересные истории, это очень классные послесвадебные вечера с друзьями, это классный коллектив, классные товарищи, друзья. Да. И из этой сферы тоже очень сложно выходить. Но я с ними со всеми поддерживаю связь и до конца не ухожу. То есть дверь приоткрыта. Звоните, пишите. Как там говорят, тапочек между дверью. Да. Чтобы она не закрыла. Да. Да, но на самом деле, у меня был такой вопрос, когда я готовился к к нашему разговору, да, я думал, о чем я хотел бы с тобой поговорить. У меня был такой один пункт, что как бы способствуешь такой, знаешь, латентной миграции, скажем так. Это очень грубое слово, но Да. понимаешь, вот в чем проблема тех, кто не в Крыму что-то делает. Они показывают только хорошие стороны, Да. не показывают плохие стороны. Но кто выезжал из Крыма, да, он сразу все это считывает, где минусы, где плюсы, где хорошо, где плохо. И на самом деле это далеко не для всех. Вот выезд это не для всех. Да, есть два типа людей. Я так считаю. Первый тип людей – это которые переезжают,
в другое место и чувствуют себя не в своей тарелке. Да. Им очень сложно перебороть себя. В голове постоянный вопрос, а может быть все-таки вернуться. То есть, Да. во-первых, это сущность мозга всегда искать оправдание, что здесь у меня ничего не получится, легче всего вернуться. Да, всегда. Да. Это понятные тропки, самозащита понятно. мозга. Да. Да. Он тебе всегда пытается, давай, возвращайся домой, да, пошло оно все к черту. Да. Но на самом деле второй тип людей, у которых почему-то нет у мозга вот этого инстинкта самосохранения. Они просто переезжают и могут жить в любом городе, абсолютно любого города мира, и нормально себя чувствовать. Но вот я все-таки из первого. Я в Дубае, но меня всегда тянет на родину. У тебя семья, у меня у здесь тебя семья, родители. родители Да, здесь, да. у меня здесь все друзья. И, конечно, проживая там первый, второй, третий месяц, ты понемножку начинаешь привыкать, у тебя появляются там какие-то знакомства, друзья, там, ты входишь в работу. Социализация Да. происходит. И понемножку, конечно, тоже затягивает эта трясина, но мыслями ты все равно находишься. Я говорю, что вот любая страна, там, вот, особенно где очень много экспатов, переехавших, Да. это, я называю это города тревожных сердец. Когда люди переезжают, и у них сердце все-таки находится в какой-то... Это просто нужно понять, когда ты сам конечно, получишь этот опыт. Да. Вот ты общаешься с людьми, которые тоже переехали, возможно, из-за ситуации в своей стране, да, там, или... По разным причинам. Да, по разным причинам. И в этом городе, вот особенно города, такие вот как Дубай, да, там очень много экспатов. Там, наверное, в несколько раз превышает количество экспатов локальных жителей. Ну, то есть локальных жителей в 3-4 раза меньше, чем экспатов. И вот все эти люди, вот в такси ты едешь, в основном это пакистанцы и индусы. Практически все они говорят по телефону. У них вот здесь провод, и они разговаривают со своей семьей, там, с женой. Это, наверное, в 90% вот, кто бывал в Дубае, они подтвердят, что ты едешь в такси, а он просто общается по телефону. Вот, ну, тихо, целый день он общается по телефону со своей семьей. То есть у всех семьи где-то... Это мы, помнишь, в Турции так ехали. Да, и я так и не поняла. Я видела видео, там старенькая женщина и молодой человек, ну, водитель, он постоянно с ней разговаривал, и я не могла понять, что за язык. Мне интересно было, слушаю. Ну, они вроде мусульмане, так и не поняла. Это, скорее всего, какой-то был диалект иранский, вот, Иранский, курдский, может быть. Пушту или что такое. Ну, вот этим людям очень важно выговориться. То есть ты, когда находишься в другой стране, тебе очень важно в себе не держать это, с кем-то общаться. И ты находишь таких же людей, у кого тоже семьи где-то в другой стране. И вот есть отличная история здесь. Ну, ты знаешь, у меня есть небольшой гостевой домик в Каризе. И когда я строил это все, мне нужно было там засаживать газон, я завез 25 тонн земли, и мне это нужно было все раскидать. Половину я сам смог раскидать, и все, у меня уже спина отказала, и я нашел с Узбекистана 2 рабочих. Да, нормально. Да. И они начали раскидывать. И я сижу там где-то отдыхаю, и раз мне приходит на WhatsApp сообщение, я открываю, а там какая-то семья, несколько детей, в общем, жена, потом видео, как дети следующие приходят. Я не понимаю, кто мне отправляет эти видео. И в какой-то момент я поднимаю глаза, и этот парень, узбек, он на меня смотрит и улыбается, говорит: это мои дети. То есть человек... Да, видео, да? Ему просто хочется поделиться, показать, что... Да. Он же тоже эмпатию какую-то от тебя ждет. Да, нет, я с ним пообщался, просто... Прям акцент передал, это мои дети. Очень интересная история. Я его понимаю, что человек находится в Крыму, его семья вся там, он зарабатывает здесь и отправляет деньги туда. Да. И для него очень важно поделиться этим внутренним состоянием, показать, что какие у него дети. Конечно. Да. И по сути и в Дубае то же самое, да? Я имею в виду, что все люди, которые переезжают, просто когда ты находишься здесь,
и строишь планы. Я сейчас перееду, там, к Да. примеру, в Дубай, Идеальное в Таиланд, планирование, в Европу. В Нью-Йорк, И ты представляешь, что вот эту красивую архитектуру, да. там в Дубае ты представляешь красивые высокие здания. Мгм. Честно говоря, через пару недель ты уже не смотришь ни на Бурдж-Халифу, ни на высокие здания. У тебя есть работа, которую ты должен выполнять. Ты, ну да, где-то, конечно, очень красиво. Я всегда удивляюсь каким-то, да, там Дубай это все-таки про все новое. Ну, Ты привыкаешь иногда всё равно, да. удивляешься, но все равно ты уже привыкаешь к этому. И когда ты переезжаешь туда, ты оказываешься в новых реалиях, новые законы, тебе нужно там делать документы, общаться, и это все по-новому, там другие совсем законы, и ты сталкиваешься с количеством проблем. А эти все проблемы ты не просчитывал здесь. Ты рисовал же не себе, знал о них да, вообще. ты рисовал себе только красивую картинку. И вот просто для тех, кто, возможно, там планирует, что в любом случае столкнетесь с проблемами, которые будут возвращать вас максимально домой. Мозг будет возвращать, да нет. Ну, то есть, да, то есть, Сдаться дома очень бы я легко. быстро решил. Да, и вот сдаться всегда очень легко. То есть это самый простой способ сдаться и вернуться домой. Да. Поэтому и вот здесь как раз-таки помогает вот то трудолюбие, то стремление к цели, которое нам закладывали, возможно, в детстве. А ты не думал, как бы, семью там брать туда, то есть свозить? И я планирую, что в Интересный же следующий, опыт всё-таки. я планирую, что в следующий мой отлет я уже полечу с семьей туда. Мгм. То есть для детей вообще это круто, интересный опыт. Просто почему я летом этого не сделал? Потому что там очень Жарко. жарко, и у меня ребенку там 7 месяцев, для него эта температура лучшим образом никак не повлияет. Да, по-моему, это для всех Да, это тяжело. осенью там комфортная температура до мая, поэтому в целом нормально. Я помню первую фотографию ВКонтакте Мгм. Ришат Алиев. Там была такая фотография, серия фотографий, девушка в коричневом, по-моему, платье, в Первая, которая лопухах. стрельнула, В это лопухах. не первая его была. Да. но она И мы стрельнула. все думали, как же Ришат Алиев, где же эти лопухи, куда же он ее отвез? Ну, интересно было, Ну, как это было Да, я сфотографировано. помню эти фотографии. все помнят, Решат. Не только ты помнишь. На самом деле, тогда у меня ни машины, ничего не было. И когда мы с друзьями ездили на перевал из троллейбуса, я всегда смотрел, ну, фотограф, он всегда смотрит на природу, там, на закаты, всегда смотрит на Структура, да. облака, да, он Мгм. ищет кадры. И я где-то в интернете, там, в тот момент на MyWed есть такой свадебный ресурс, смотрел интересные фотографии и тоже видел что-то подобное с лопухами. Где-то там в глубинках России большие лопухи — это обычная история, то есть это для Крыма большие лопухи — это редкость, да? Да. И мы ехали с друзьями на перевал с ночевкой, ну вот. И я обратил внимание, что в районе перевала там речка протекает возле дороги. И, видимо, эти лопухи набрали какую-то силу от воды, да, и огромные такие. И предложил вот этой девушке поехать пофотографироваться. Взял, кстати, вот у тебя тут редкие такие экспонаты. Ты, наверное, знаешь, есть такой объектив Helios 42. Ну, это классика. Да, это классика, он красивую картинку делает, и я взял у знакомой этот объектив, и мы поехали. И вот на него нафотографировал, локация классная, девчонка симпатичная, и обработку я интересную сделал, и вот, да, эти фотографии. Но до этих фотографий у меня очень была популярная серия лавандовая. То есть там, где я Ты открыл лаванду, по да, сути. я считаю, что я в Крыму открыл Я 100%. лавандовые Это фотосессии. так, это так. И получается, там, где я жил с родителями, получается наш огород, Да. протекает речка, потом наш гектар, и за гектаром начинается как раз-таки лавандовое поле, там красивейшие лавандовые поля. Я не помню, ты тогда был на этом лавандовом или нет? Мы были на другом лавандовом поле. Ну, подожди, мы не на лаванде, по-моему. Чайки, Лавандовые. наверное, Подожди, ездили. мы были в июне. Лаванда была. Да. 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 И вот это лавандовое поле в те года, когда еще вот эти совхозы были, Да. там лавандовые поля были шикарные. Это Они французские прямо были поля. Прованс, да? Да, они были огромные, они высокие, практически там в полроста человека. И там
каждый сезон, если где-то, знаешь, междурядье появляется какой-то пробел, подсаживали, то есть специальные люди были, которые за всем этим следили. Крымская роза, у нас в Чайкино был свой завод, все это сейчас разрушилось, этого лавандового поля уже нет, его полностью выкорчевали. И вот я предложил своей подружке пофотографировать ее, сфотографировал, и эта фотография стала фото дня на свадебном сайте MyVet. Это круто. Для меня это было вообще, да. Это круто. Это большое признание. Да, да. Так вот почему сейчас на лавандовое поле вход платный. У нас здесь в Тургеневке, но у нас здесь страшнейшие лавандовые поля, Да. просто ужасно. И все равно люди едут автобусом. И вот именно вот эта фотография, потому что модно или не модно, или вот такое правило, девушка одевает белое длинное платье, там, Да. по-моему, тоже была девушка. У меня очень много было фотосессий. В белом платье. И я считаю, что я начал эту моду на вот именно масштаб. 100%. Она пошла. Но, возможно, это так совпало, потому что тогда свадебный бум был фотографии, все-таки цифровая фотография набирала обороты. Да. И в любом бы случае кто-то бы открыл эту локацию. Но я считаю, что на свадебную, то есть на лавандовые фотосессии я вел. И второе, что я вел на свадебные мероприятия, это белые рубашки и черные брюки. Я первый начал одеваться в белые рубашки, еще бабочку я тогда Работу носил. ты имеешь в виду? Да, я одевался в белую рубашку, черные брюки и бабочку я И тогда носил. знаменитая твоя разгрузка. Ну и разгрузка. И тогда был фотограф, очень популярный и дорогой в Симферополе, Сергей Нечапаренко. Да, Может, ты его да, знаешь, конечно, да? знаю, конечно. И я снимал возле ЗАГСа, Мгм. и он сам ко мне подошел и говорит: я видел твои фотографии, пожал мне руку, очень классно делаешь, он сказал. И для меня это было прям вот, знаешь, когда тебя лучший Ну, похвалил конечно, в оценил. городе, да. Да. И для меня это было прям вот подъем. Я не знаю, если бы он не подошел, возможно, не сказал эти слова, я бы, наверное, в тот момент... Ну, нет, ты шел как шел, Ну, просто все равно, тебе для меня прибавило. эти слова были очень... Прибавило, конечно. Да, Признание важные, коллег, да. серьезная тема. И я считаю, что я вот ввел вот эту моду, когда все начали. Тогда просто одевались. Тогда, если ты помнишь, был Дмитрий Вусинский еще Конечно, такой. он Да. Он нашу свадьбу снимал. Вот. Дима, но он тогда гремел, он тогда сильно. Он гремел, но ты помнишь, как он одевался? В шортах, Он в да. шортах, Ласка. у него такие накладные Тапки. карманы везде, да. Он такой был, вот тот фотограф, которого так люди воспринимали. То есть фотограф должен быть там с татуировками, в рваной там что-то, лежать такое, где-то на... да. Он Любил, обязательно на траве. лежал. Он Вот. военную форму. Начинал. Да, он военную штаны, форму любил, да. военные Он жилеты. классный парень, я любил с ним общаться всегда. Я не знаю сейчас, чем он занимается, но вот фотографа представляли как Дима Вусинский. И потом я вот начал, я все-таки считал, что фотограф должен выглядеть на свадьбе не хуже гостей. Сливаться должен. Да. с гостями. То есть, если ты попадаешь где-то в кадр, особо не заметен. Чтобы было красиво. И вот до сих пор все снимают. Ну, я так считаю, по крайней мере. Может, гордо звучит. Не, ну слушай, это действительно правда. так, да. Но в 2008 году, когда я начал снимать свадьбы, Да. я, наверное, был первым, кто в пиджаке снимал свадьбы, то есть я вот так вот. Да. Ну, в Возможно, силу... ты вел. Не, в силу моего общего вида, как бы, понимаешь, мне было сложно сливаться с толпой, скажем так. Но я всегда понимал, что на вечере вот это Да. переодевание, ну, я не знаю, наверное, одни из первых я тоже вот это переодевался вечером, то есть пиджак какой-то одевал. То есть. Но ты знаешь, что я хочу отметить, вот как бы завершая эту тему, да, интересную с лопухами, я хочу отметить, что в тебе было это понимание, что сначала надо сделать, а уже потом это можно продать. Потому что многим это мешает. Они думают, что ко мне должен прийти человек, сказать: у меня очень много денег, у меня классные идеи, давай что-нибудь сделаем. А ты пошел наоборот. Я всегда понимал, что это правильный путь. Ты сначала показал, как это может выглядеть, и уже потом это предложил. Потому что я много, вот именно вот эти лопухи, они, понимаешь, тебя как художника подняли. То есть не просто фотограф, а фотограф-художник. Ну вот я сейчас и хочу больше развиваться как фотограф. Просто свадебная съемка — это все-таки коммерция. Коммерция, ты понимаешь, что она убивает творчество. Конечно. И вот я хочу создавать хорошие фотографические проекты, которые будут действительно как фотографа позиционировать меня. Это не обязательно коммерция там или что, это просто вот свое видение, искать какие-то очень интересные локации. Потому что в Крыму все настолько избито там
встал на гору, встал возле моря. Ну, где здесь сложность? Сложность фотографии — это когда ты проделал сложную работу. Нес там фон какой-нибудь в лес 3 часа, выставлял там, Да. ждал определенное солнце, там подбирал какой-то сюжет, и на одну фотографию ты потратил там большое количество времени, и фотографию смотришь, И это видно. и это видно, что проделана большая работа. А когда ты взял фотоаппарат, приехал просто на фоне гор, сфотографировался на закате. Ну, кстати, это у нас, у крымчан, вот такое мнение, что нечего фотографировать. Я знаю ребят, которые приезжают с условного материка, Да, они да. говорят, у вас здесь вообще столько локаций. Есть такая немножко замыленность. Ну, уже Замыленность и легкодоступность. То есть определенные точки, в которые удобно добраться на машине, к примеру, да? Да. Ты приехал, там сделал среднестатистическую красивую картинку, 100%. и на этом, в принципе, все и закончилось. Яркость да. добавил, да. в телефоне. Клиенту нравится, ты вроде как бы отработал честно, все, деньги получил. Да. А на самом деле, чтобы сделать хорошую фотографию, как говорит Энни Лейбовиц, как она говорит? Она говорит, Я что не знаю. Я знаю, кто это, Да. но не знаю, что он сказал. она говорит, что холод — это штука временная, а фотография — это навсегда. То есть, если ты стоишь там где-то на холоде, да, Да. к примеру, и мерзнешь, то это все временно. Ну, это Я так пройдет, я да. так про лепку думал. А фотография — это навсегда. То есть, сделанная во время как раз-таки этого холода. Ну да. Он так про лепку думал. Да. Я вспоминал про кольцо Сулеймана, на котором было написано, и это пройдет. Я Да. понимал, что лепка тоже закончится когда-нибудь. Султана. Да. Ну, Соломон. Саул, Решат, как бы не Вам будем Саул. превращать это в длинную эпопею, но очень рад, что ты приехал, очень рад с тобой был пообщаться. И на самом деле, ты знаешь, мне кажется, что если ты занимаешься делом, в котором нету практического потолка, это всегда интересно. Вот мне казалось, что свадьба это всегда, вот это очень крутые, это очень хорошие деньги, но это как будто бы понятно, что понятно, про что идет речь. Я думаю, что и надеюсь, что у тебя все получится, и вот этот потолок ты как бы не испытаешь. Тем более, мне кажется, и в Дубае можно очень круто фотографировать, потому что люди с другими чеками, там вообще другая индустрия, по сути. Мне многие говорят, что ты можешь и в Дубае продолжить фотографию, В том числе. но в целом я хочу себя попробовать просто в другой сфере немножко. Да. Фотографии к свадебной я в любой момент и там могу прийти, и здесь могу вернуться. И я не исключаю, что это будет, потому что мне все-таки это нравится, это интересно. Просто единственное, сейчас нужно добиться более интересных высот. Новые скиллы, да? Да, Новые да. скиллы. Ну, мир Прокатиться. меняется, и нужно быть актуальным. Да. Сау, Сагу вам, я в какой-то момент забыл о камерах, совсем просто, хорошо пообщались.